Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта, в частности смешанных единоборств. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию турнира по современному панкратиону и любительскому ММА «Железная лига 13». Памяти соревнования у нас посвящены светлой памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Долгожданное событие у нас стартует с минуты на минуту. Мы находимся под сводами Дворца спорта 50 лет Победы в Якутске, столице нашей республики. В рамках этого турнира нас ждут 10 захватывающих поединков. Программа будет состоять из 10 встреч. У нас есть представители города Якутска, представители улусов нашей республики, но и приезжие спортсмены, представляющие Таджикистан, Узбекистан. Ну и главным событием всего вечера у нас станет, конечно же, поединок. Главный поединок, в рамках которого у нас встретится Вадим Рязанов из города Хабаровск и Григорий Барашков, представляющий команду «Саха Рестлинг ММА». Ну, как говорится, всем по порядку. И за всем происходящим на октагоне будем наблюдать вместе с вами мы, я, Власий Сергеев, и ведущий спортсмен по бразильскому джиу-джитсу нашей республики Федор Агаюкин. Здравствуйте всем. Сегодня пройдет долгожданный Iron Лига номер 13. Память Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Хотелось бы отметить сегодня главный бой. Вадим Рязанов и Барашкова Григория. Будет хорошее противостояние. Якутские бойцы известны по всему миру. Поэтому покажите хорошие бои, зажгите аудиторию. Ваши имена будут записаны в историю спорта. А болельщики Якутии, хорошего турнира. За спорт, друзья, за дружбу. Дамы и господа, встречайте! Ну что ж, услышали мы обращение господина Конькова. Но мы тоже присоединяемся к его пожеланиям и желаем всем спортсменам удачного выступления. Пусть победит сильнейший и, главное, обойдемся без повреждений и травм. Как мы видим, Дворец спорта 50 лет Победы заполнен. Нижние выдвижные трибуны заполнены и продолжают люди приходить и занимать свои места на верхних трибунах. И добро пожаловать сегодня во Дворец спорта 50 лет Победы на турнир по современному панкратиону. Так, вот сейчас в октагоне объявляют ринг-анонсер Fight Nights. Лаша Ургулья является достаточно публичным человеком. Известная личность в мире современного панкратиона и именно Российского ММА. да, и будет он объявлять. Ну и сейчас в скором времени он как раз таки пригласит Андрея Геника и Маруфа Сафарова. Поединок весовой категории до 70 килограммов. Ну и сейчас на октагон приглашается организатор нашего турнира, руководитель команды «Саха Рестлинг ММА», президент Федерации современного панкратиона по республике Саха-Якутия, действующий боец, наш прославленный боец Иван Хлопков. Он является действующим бойцом Fight Nights. И в скором времени будет объявлен его бой в Сочи или в Москве.
будет, получается, турнир Fight Nights. В одном из них будет выступать Иван Хлопков. Уважаемые участники, организаторы, с большим волнением сегодня мы проводим 13-й по счету турнир по современному панкратиону Республики Саха-Якутия Айрон-лиги в памяти наших талантливых спортсменов Алексея Никифорова и Игоря Цивцева. Мы, Министерство молодежи и социальных коммуникаций, совместно с Федерацией современного панкратиона Республики в лице руководителя президента Ивана Федоровича Хлопкова проводим этот турнир, потому что подрастающее поколение, спортсмены должны учиться стать лучше, стремиться к победе и стать примером для многих молодых граждан. Поэтому я сегодня хочу поблагодарить Ивана. Иван, спасибо тебе спасибо за то, что делаете в нашей республике. И хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась, чтобы у нас появлялись многие яркие спортсмены и защищали своих друзей, близких. Для того, чтобы спортсмены тренируются не для того, чтобы стать агрессором или буяном. Наоборот, спортсмены тренируются для того, чтобы стать защитниками своей нации, своих близких. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие земляки, дорогие гости, всех вас хочу поприветствовать на нашем турнире в памяти наших братьев мастеров спорта по национальной борьбе Хабцева Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Ну и вкратце сказать, что турнир прошел на ура, и чтобы участники провели свои бои, достойные бои, чтобы все было без травм. И всем пожелаю удачи. Всем удачи, всем добра. Итак, дорогие друзья, звучат гимны Российской Федерации. Ну и, дорогие друзья, сейчас прозвучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия.
Спасибо большое. Спасибо нашим почетным гостям. Дорогие друзья, с огромным удовольствием хотел бы поприветствовать сегодня в этом зале еще одного почетного гостя. Вице-президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА Москвы и Московской области, действующий боец смешанных единоборств. Под ваши бурные аплодисменты, Шамиль Ну и, дорогие Абдулаев! друзья, на соревнованиях в числе почетных гостей турнира у нас также присутствует чемпион мира и Европы по СБ ММА Шамиль Абдулаев. Да, он, кстати, также является трехкратным чемпионом России. И в сентябре у него состоится бой в Лондоне. Ну и эти аплодисменты звучат в адрес именитого бойца, который присутствует на нашем турнире. И сейчас в скором времени у нас на октагон выйдут бойцы первой пары, весовая категория до 70 килограммов. Это Андрей Геник и Маруф Сафаров. Ну и нас ждут. Поединки будут состоять из 3 раундов по 5 минут. Итак, дамы и господа, мы начинаем. И первый бой Ну и сейчас Лаша Чоргулия, тоже известная личность, вызовет на октагон. Первым на октагон приглашается Андрей Геник. Представляет он город Якутск. Андрею Генику 18 лет. Ну и для него это дебют. Сегодня он дебютирует. Базой у него является самбо и дзюдо. И он становился чемпионом Дальнего Востока по этим дисциплинам. Ну и занимается он, кстати, под руководством Ивана Хлопкова. И Андрей Геник на ваших телеэкранах выходит на октагон первым. в красном углу клетки приглашается его соперник, боец из Якутии Маруф Сафаров. Его соперник сейчас выходит. Маруф Сафаров, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Маруф Сафаров довольно-таки перспективный боец. Его база ударка. Да, как вы уже сказали, представляет он команду Саха Рестлинг ММА. В его активе 4 победы, 1 поражение. Ну и приличный послужной список у Маруфа. Он является 4-кратным чемпионом республики по Ушу Саньда. Также чемпионом республики по ММА, чемпионом республики по любительскому панкратиону. Также в его активе золотые медали чемпионата республики по дзюдо и самбо. Также он является воспитанником Ивана Хлопкова. Ну и видим, Андрею 18 лет, Маруфу 20. Разница в росте, да, вот. Маруф будет чуть повыше, его рост 175. Что касается Андрея, его рост 172 сантиметра. Очень высокий уровень ММА растет в Якутии. Ну что ж, и этот
поединок между Андреем Геником и Маруфом Сафаровым открывает программу от 13-го по счету турнира «Железная лига». Нас сегодня ждет 10 поединков, ну а главным событием станет бой между Вадимом Рязановым из Хабаровска и Григорием Барашковым из команды Саха Рестлинг ММА. Итак, начинается первый раунд. Ну что ж, спортсмены пожали друг другу руки и все готово для начала первого поединка. Итак, первый раунд, дорогие друзья. Ну и давайте смотреть. Маруф Сафаров начинает отбивать ноги. Хорошо работает ногами. И хорошая правая. Попадает правой. Мощный, плотный правый боковой прошел в исполнении Маруфа. Ну, Маруф у нас выступает в черных шортах. Андрей в черно-красных, да? Ну и в дебюте этой встречи предпочтительный пока смотрится Маруф. Активно работает первым номером. Проход. Переходит партер. Мы посмотрим, что будет дальше делать представитель команды Саха Рестлинг ММА. Проходит сайд-контроль. И, скорее всего, будет контролировать. По идее, Сафарову нужно развивать здесь. Вот он сел в сайд-маунт. И с этого положения сейчас будет продолжать работать Маруф. Здесь большие шансы закончить досрочно. Пытается, да, вот Андрей Да, он выйти, но Маруф. Ну вот, Встает. да. Маруф дает встать Андрею. Здорово работает ногами Маруф. Уже пару Попадает руками. и хай-кики, и фронт-кики мы видели в исполнении Маруфа. И сейчас у нас небольшая заминка, связанная вот с обмунированием. Да, все проблемы устранены, и у нас поединок возобновляется. Делает обманку. Ну, очень много работает Маруф Сафаров. Возможно, Геник Андрей. Отличное попадание. Ну, хороший арсенал демонстрирует Маруф. Нужно дорабатывать. Попытка пройти в ноги в исполнении Андрея Геника. Маруф здорово защищается и вот здорово, да, вот контрприем делает Маруф и сразу работает. На добивание идет. Да, и в глухую оборону ушел у нас Андрей. И На этом да, поединок завершился. Более чем убедительная победа Маруфа Сафарова. Вот, с первых мгновений, да, вот встречи представитель команды Саха Рестлинг ММА завладел преимуществом, да, и что самое приятное, вот показал, да, вот богатый арсенал. И фронт-кики, хай-кики, вот, Поработал по всем этажам, да, и даже перевел в партер и принял попытки добить. Закончил поединок на этом. Да, и ключевой момент вот в конце, да, вот Андрей пытался пройти в ноги, но как здорово среагировал, да, Маруф? Контрприемом перевел соперника в партер, и все мы видели, как хладнокровно, да, вот довел дело до победного конца.
Маруф Сафаров. База дзюдо дает о себе знать. Да. Хорошо чувствует в партере. И у нас Маруф, да, кстати, давайте напомним, что он является и чемпионом республики по дзюдо. Также золотая медаль по самбо в его активе чемпионата республики. Ну и, в общем-то, в целом у Маруфа очень приличный такой послужной список. Также и победы на чемпионате республики по ММА, и 4 победы на чемпионате республики по Ушу Саньда. Ну и сейчас объявление, официальное объявление победителя в первом поединке железной лиги под номером 13-го по счету турнира. В первом поединке у нас победителем становится Маруф Сафаров, команда Саха Рестлинг ММА. Поздравляю Маруфа. Так, и тренерский штаб. Шамиль Абдулаев награждает чемпион мира, Европы и России, мастер спорта международного класса. Да, награждает обоих спортсменов. Я думаю, это честь, да, получить медали столь агрессивных соревнований от рук такого именитого спортсмена. Конечно, это очень мотивирует, во-первых, и дает повод заниматься дальше. Ну и ключевые моменты минувшего поединка, вот мы говорим о том, что действительно база дзюдо сыграла ключевую роль в этой схватке. И, как говорится, дальше, после перевода, дальше дело техники. Маруф Сафаров побеждает. И мы готовы сейчас начать просмотр второго поединка. Это у нас уже будет весовая категория до 66 килограмм. И у нас первым на октагон приглашается Михаил Баишев, представляющий команду «Триумф», спортсмен столицы нашей республики. Михаилу 30 лет, представляет команду «Триумф», и для него также это будет дебют. И его базой является бокс и вольная борьба. Тренером его является Петр Васильевич Уваров. Его соперник сейчас выходит на октагон. Дорогие друзья, сейчас на ваших телеэкранах по ковру нашего турнира будет идти Баяман Егоров, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Ждем выхода Баямана. Баяман Егоров, ему 22 года. В его стиле одна победа. Базой у него является также вольная борьба. И приличный послужной список также имеется у этого спортсмена. Становился он и чемпионом, и призером чемпионата республики по вольной борьбе. Ну и у него есть опыт выступления именно в рамках железной лиги. Это именно случилось в 9-м по счету турнире, когда стал победителем железной лиги. Этот рекорд является профессиональным. Да. А в любительской карьере у него богатый опыт в вольной борьбе. На 8 лет старше Михаил своего соперника. По росту у нас мы видим разница не такая большая. И давайте после представления спортсменов начнем просмотр второго поединка железной лиги номер 13. Дорогие телезрители, пользуясь случаем, приглашаем всех любителей спорта во дворец спорта 50 лет Победы. Впереди еще
С учетом этого боя еще 9 встреч, 9 очень интересных встреч. Места еще есть. Ну а сейчас у нас стартует второй поединок между Михаилом Баишевым из команды Триумфа и Бояманом Егоровым из команды Саха Рестлинг ММА. Ну, есть, да, существенная разница в возрасте. Да. Баишев Михаил является возрастным. И это для него дебют. Первый раунд начинается. Ну и напоминаем, что у нас поединки состоят из 3 раундов по 5 минут. Бойцы начинают с разведки. И Успешно переводит в партер своего соперника. И нужно пытаться развивать, да, да, атаку. сидит в фулл-маунте. И сейчас будет переходить на добивание, скорее всего. Да, улучшил свою позицию Бояман. Михаилу нужно выходить, работать. Пробует сабмишн. Да, вот отчаянно Михаил пытается высвободиться, но Бояман пока что уверенно контролирует. Работа в партере. Ну и Михаил также. И снизу тоже Да. дает, да, это редко, но можно так пробить, скорее всего. Ну вот тут, Отлично. да, получилось Выходит, да, высвободиться, здорово. Отлично вышел. А работа в партере в ММА, он отличается от грэпплинга. Ну, то, что я вижу, вот, например, они здесь контролируют сильно и могут бить. И так провести, допустим, всю схватку. Да, дорогие телезрители, Федор у нас аналитику будет проводить. Кто, если не Федор, да, хорошо знает борьбу в партере. Хорошие размашистые удары. Показывает проход. Отлично ноги. Весело пошел поединок. Хорошее попадание было правой. Достал правой и сейчас будет дальше работать. Бояман. Очень зрелищную схватку нам показывают бойцы. Также идет работа в партере. Вот, в этом моменте взял на американо, но он скрутил ему руку. Здесь пока воздействия сдачи не будет, скорее всего. Да, он просто удерживает. Ну и, конечно, уже во второй раз, да, вот в партере находится Михаил Баишев, а мы знаем, что это отнимает много сил. Выходит на Да. удушение треугольником руками. Голова высвободилась, кажется. Да, есть дача, сдается Есть. Михаил Баишев. Ну и тоже очень убедительную победу у нас одерживает Бояман Егоров. Бояман Егоров победил удушение треугольника руками. Это распространенный болевой, удушающий прием в смешанных единоборствах. Ну и тоже продемонстрировал Бояман свои навыки, да, вот в борьбе в партере. Сначала пытался он воздействовать именно на руку, но затем, как вы видели, вот, выиграл удушающим. Поздравляем мы Боямана Егорова, представляющего команду Саха Рестлинг ММА. Также поздравляем и тренерский штаб команды. Ну и таким образом теперь у него рекорд 2-0. Вторая победа на профессиональном уровне. Баишев Михаил, кстати, показал неплохую защиту для дебюта. Довольно-таки неплохо. Зрелищный бой. Да, и сейчас после объявления состоится также награждение. Мы видим, да, то, что доволен, конечно, своим выступлением. И перед вами победитель 13-й железной лиги, 13-го турнира весовой категории до 66 килограмм. Бояман Егоров, уроженец
на имя Конского улуса, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Ну что ж, прошел действительно очень зрелищный поединок в скором времени. Я думаю, режиссер нашей телетрансляции предложит вашему вниманию подборку ключевых моментов минувшей схватки в замедленном действии. Да, и давайте смотреть. Очень хорошо попадает на выпаде. Правый и левый боковой. И сразу проход. Хорошо подготовленная атака. Байшева Михаила можно сравнить с Дэном Хендерсоном. Дэн Хендерсон является возрастным бойцом, но он в отставке. Да, и Михаил действительно продемонстрировал, да, вот такие сильные, размашистые удары, но и эмоции победителя. Итак, дорогие друзья, мы переходим к весу до 93 килограмм. И у нас на октагон приглашается Сергей Абрамчук, представляющий город Якутск. Сергей Абрамчук, также известный как Абрам. Ему 26 лет. Для него это дебют. Занимается под руководством Петра Васильевича Уварова. Тяжелый вес всегда является очень зрелищным. Сейчас будем смотреть, что нам покажет. Ну, чем больше вес, тем больше расплата, да, за невнимательность, потому что, естественно, уже более тяжелые удары. Ну и посмотрим. Да, тут может все закончиться одним ударом. Но все-таки это бывает очень зрелищно. Сергей Абрамчук на ваших телеэкранах. Первым он вышел на октагон. Его соперник сейчас выйдет. Максим Титаренко. Также представляющий Якутск. Максим Титаренко. Выступает он за команду Росомаха, столичную команду. А Максиму 23 года. 23 года. Ну и также он в этот вечер дебютирует в профессиональных поединках. Но отметим, что он является многократным чемпионом республики по панкратиону. Также он двукратный призер Кубка России по панкратиону. Да. Ну и в анкете в графе база указан Кёкушинкай. Его тренером является Алексей Валерьевич Готовцев. Кёкушинкай — интересная база. Ну и Сергей на 3 года старше своего соперника, одинакового роста, спортсмены. Напоминаем, что это весовая категория до 93 килограмм. Сергей Абрамчук! Сергей Абрамчук на ваших телеэкранах. Ну и в красном углу у нас стоит Максим Титаренко. Оба бойца представляют Якутск. И для обоих спортсменов это дебют в профессиональных поединках. Титаренко представляет Росомаху. Ну Визуально Титаренко кажется больше. Да, кстати. Ну, сейчас посмотрим. Итак, первый раунд. Давайте смотреть. И какой хайкик! Да, резво начал Максим этот поединок. И еще правой хорошо достает Максим.
Да, и В первых секундах чуть ли не закончили да, бой. такое несколько обескураживающее начало для Сергея. Надо оправиться и попытаться довязать. Хороший перевод. На боковой контроль выходит у нас Максим На Титаренко. full mount сел. Да, возвращается. И надо развивать успех. Выходит на болевой. Американо. Делает. Да, и сдача есть. Ну, тоже, да, вот убедительная победа в исполнении Максима Титаренко. Ну, потрясающе начал этот поединок, выбросив просто великолепный хайкик. Да, он тоже показал очень богатый арсенал. Как в стойке, так и в партере. Разностороннее, да, вот ведение поединка. И Максим Титаренко принимает поздравления. Ну, Да, ну вот, если заниматься ММА, то ты там встречаешься со всеми видами спорта. И тебе просто приходится познавать эти партер, как и болевые, как и удушающие, и удары с ноги, элементы капуэры, там, кикбоксинга. ну, в этом и заключается специфика этого замечательного вида спорта. Да. Очень много опций, от которых ты можешь сам выбрать, построить свой стиль, так скажем. Ну и сейчас после объявления победителя будет награждение, и Максим Титаренко получит золотую медаль нашего турнира. Ну и Максим Титаренко, сейчас поднимут его руку. Представляет он команду Росомаха, еще раз напомним. Ну и поздравляем его и с этой победой и с дебютом, с победой в дебюте именно. Это первый поединок для Максима в рамках профессиональных выступлений. Ну, именно профессиональных, но, конечно же, богатый опыт у представителя команды Росомаха. Он является многократным чемпионом республики по панкратиону. В призах также был и на Кубке России, тоже по панкратиону. Ну и вот, да. Великолепный хайкик. Ну, хорошо чувствует дистанцию. На отходе вот справа встретил. Да, вот. Ну и тут, да, здорово вернулся и перевел в партер. И болевой прием. Закрытыми глазами. Убедительная и красивая победа Максима Титаренко. Итак, сейчас нас с вами ждет поединок в весе до 66 килограмм. Сейчас у нас уже пойдут 3 встречи по СБЕ ММА. И каждый поединок будет состоять из 3 раундов по 3 минуты. Сейчас на октагон первым будет приглашен Дмитрий Кривошапкин. Видео подготовили представители Петра Дмитриева. Ну что ж, приглашается Дмитрий Кривошапкин. Еще один представитель команды Росомаха. Ему 22 года. И занимается он также под руководством, выступает. Его тренером является Алексей Готовцев. Росомаха показал хорошую школу. Да, и посмотрим, удастся ли Дмитрию поддержать, да, вот успех своего сокомандника.
Ну и дебют в профессиональных поединках. 22 года Дмитрию Кривошапкину. Так как будет это по правилам СБЕ, там по правилам нужно выходить в футболках, именно обозначающий цвет бойца и угла. Да, и Дмитрий Кривошапкин ждет своего соперника. Как раз его и приглашает Лаша Чергулия. Итак, приветствуем Петра Дмитриева из Верхневилюйского Улуса. Ему 23 года. Он представляет команду Саха Рестлинг ММА. Выступает под руководством Ивана Хлопкова. Его база — это вольная борьба. Ну что ж, посмотрим. Но уверен, стойки он также. Да, кстати, в этом году он выступал по грэпплингу в весе до 69 килограммов и довольно-таки показал неплохую борьбу в партере. Занял там 2-е место. Хороший результат. Думаю, сейчас тоже будет очень много борьбы. И последнее наставление перед началом поединка получает Дмитрий Кривошапкин. В его углу находится Алексей Готовцев, один из прославленных бойцов нашей республики. Дмитрий Кривошапкин на ваших телеэкранах. В синем углу, ну и соответственно в красном углу Петр Дмитриев. Четвертый по счету поединок в нашей программе. Ну и видим, на 6 сантиметров будет выше, да, Дмитрий своего соперника одного возраста. Бойцы. Отметим, что это у нас уже поединки по СБЕ ММА, и раунды тут у нас идут 3 раунда по 3 минуты. Да, 3 раунда по 3 минуты и специальных защитных. На ногах защита и в футболках, обозначающий цвет. Очень активно начинают ребята этот поединок. Дмитриев Петр контролирует. Садится full mount. И, видимо, будет пробовать болевой. Да, отчаянно, конечно, пытается Дмитрий выйти из этого сложного положения, но пока безуспешно, но и сейчас. Да, и пытается забрать. Забирает спину. Да, и выходит из такого положения. Ну, опять-таки. Он, по идее, хорошо высвободился, и как-то не получилось у него доработать. Петр также в доминирующей позиции. Идет на добивание. Да, удар за ударом вот.
Пусть и не все попадает в голову, да, но через защиту это, конечно, тоже Ну дает да, о себе знать. всё, Это не бесследно проходит. Конечно. Ну и преимущественно вот правой рукой, да, вот бьет, подключает левую. Повтор. Безответных. Да, Да, глухую оборону ушел, конечно, трудно в этом ситуации что-нибудь сделать, и чистая победа. И в весе до 66 килограмм у нас Петр Дмитриев становится победителем турнира. Дождемся официального объявления и, конечно же, по традиции мы увидим повторы ярких моментов прошедшего поединка. Далее нас ждет также еще одна встреча по СПИ ММА, но уже в весе до 57 килограмм. У нас выйдут Алексей Прокопьев из команды «Триумфа» и Гаврил Павлов, представляющий Саха Рестлинг ММА. Ну а сейчас мы, конечно же, поздравляем Петра Дмитриева с этой убедительной и зрелищной победой. Поздравления принимает Петр Дмитриев, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. также видим, что здесь решающий момент — это контроль, борьба, перевод партера. Он переводит и может контролировать вплоть до конца раунда. Тут таких понятий, как пассив, особо нет. Одно дело перевести соперника в партер, надо развивать успех, действительно контролировать, что, собственно, и продемонстрировал Петр Дмитриев. Ну и сложно, да, вот даже представить, сколько ударов в сумме пропустил. Да, очень много ударов пропустил боец сильного угла. Ну и, конечно, своевременно судья остановил этот поединок. Ну и мы идем дальше. Сейчас у нас выйдут бойцы весовой категории до 57 килограмм. Также по СПИ ММА. И у нас первым приглашается Алексей Прокопьев. Представляет он команду «Триумф». Алексею 18 лет. 18 лет. Является, входил в число призеров республики среди взрослых и среди юниоров по ММА. Ну и сегодня это для него дебют в профессиональных поединках. Его тренер Петр Васильевич Уваров. Молодой спортсмен, еще раз напомню, 18 лет. Ну и сейчас приглашается его соперник. В красном углу у нас будет выступать Гаврил Павлов, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Ждем выхода Гаврила. Гаврил чуть будет постарше своего соперника. Ну и давайте сейчас посмотрим видео. Ну, как я понял, это представители именно команды Саха Рестлинг ММА подготовили вот такие вот видео
который запускается непосредственно перед началом поединка. И сейчас Гаврил Павлов выйдет на октагон. Гаврил Павлов чуть постарше своего соперника. Если Алексею 18 лет, то Гаврилу 21 год. Это дебют. Наверное, очень волнительно. 18 лет дебютировать в ММА. Да, безусловно. Хотелось бы, конечно, начать свой путь в этом виде спорта, конечно же, с победы. Такая задача будет стоять перед обоими спортсменами. Ну и инфографика на ваших телеэкранах. Очень высокий для такого весового. 57 килограмм, 10 и 175 ростом. Алексей Прокопьев, видим, как он настроен, заряжен на эту схватку молодому человеку. 18 лет, еще раз отметим. Ну а сейчас на ваших телеэкранах Гаврил Павлов из команды Сахар Рестлинг ММА. Итак, все готово для старта этой встречи. И у нас после этого поединка ждет еще одна встреча именно по ММА СБЕ, уже в весе до 70 килограмм. Ну а сейчас, конечно же, мы фокусируем все наше внимание на этой встрече. Итак, первый раунд. Очень активно начинается раунд. Прокопьев Алексей пропускает. Ну и видим, да, то, что Алексей хорошо работает ногами, активно использует ноги. Удар в пах. В таких случаях дается время на восстановление. Ну, это выбирать уже бойцу. Ну, он, как видите, продолжает. Да, ну и, конечно, извинения принес Гаврил Павлов. Очень Хороший. зрелищный. Схватку показывают они нам. Удушение гильотины в исполнении Павла Гаврила. Терпит Алексей. Да, пока видим то, что не намерен он сдаваться. Да, отпускает захват. Видимо, удушающий недостаточно плотный. Терпит Алексей. Но продолжает удерживать соперника в этом положении. Гаврил Павлов. Так, ну у нас изменений нет, и 2 минуты уже Прошло. Да, 2 минуты уже позади. Ну и посмотрим, что случится в оставшиеся 60 секунд. Он продолжает держать в этом захвате Гаврил. А здесь, если Алексей выходит с болевого, с удушающего приема, то это будет хорошая позиция для него. Для работы руками. Да, ну и смотрим на время. Если даже выйдет, остается, да, вот, чуть больше 20 секунд. Да. Гаврил удерживает. Да, вот, выходит, и 12 секунд на то, чтобы поработать. Да, сыпется град Взрывается. ударов.
Взрывается Алексей. И последние секунды первого раунда. Все, время. Кажется, это первый Да, первый поединок, где вот... во второй раунде переходит. Да. Все предыдущие встречи, как вы видели, дорогие друзья, у нас досрочно еще в первом раунде завершались. Досрочно это всегда очень, как они друг друга там вырубают и добивают. Это зрелищно. А в некоторых боях тоже бывает очень зрелищно. Вот именно бой тактики. Тут, например, человек хорош в борьбе, а с другой стороны человек хорош в стойке. И тут идет противостояние, оно очень интригующее. И бывает интересно досмотреть все до последней секунды все. Да, вот. Интересное противостояние вот именно школ, да, этих. Да, так и зародилось ММА. Кому-то стало интересно, А что выиграет если, ли да? бокс, да, или борьба, или кикбоксер, либо борец. Ну, я так вижу подавляющее преимущество у борцов вольного стиля. Размен. Да, и в первом раунде Алексей вот здорово, да, вот перевел своего соперника в партер. Ну и опять бойцы начинают очень весело. Да, они показывают Вторую очень трехминутку. зрелую стойку. Можно сказать, как будто бы они очень давно занимаются, хотя это для них дебют. Хороший ритм демонстрируют бойцы. Плотный лоу-кик. Первый раунд, кажется, забрал Павлов Гаврил. И сейчас один за вторым попадает правым хай-киком. Да, все-таки здорово ногами работает Алексей. Вот он и показывал и в первом раунде. Да, время от времени попадает. И в свою очередь Гаврил также достает правое. Раз за разом, да? Да, да. Хороший такой у нас размен идет. И половина второго раунда остается позади. Прокопьев Алексей в центре октагона. Продолжает активно работать ногами, но тут хорошо встретил Гаврил Павлов. Улыбается. Ну, уверенно, да, вот в стойке себя чувствует Гаврил. И еще одна попытка Алексея. Ну, аналогичная ситуация, да, как Гильотина, да. и в первом раунде. Но если Снова. он здесь плотно взял, то он может задушить. Через руку сложно сделать. Остается 18 секунд до конца раунда. И у нас второй раунд проходит абсолютно по такому же сценарию, да? Опять-таки весело начинают, хороший размен, работа ногами Алексея Прокопьева, проход в ноги и опять гильотина. Раунд заканчивается. Отличный поединок нам демонстрируют бойцы. И у нас остается последний раунд. Мне кажется, здесь 1-1 по раундам. Я бы отдал предпочтение первый раунд Павлову, говорю, второй Прокопьеву Алексею. Так как перевод партер был поздние секунды. И работы там как бы не наблюдалось. Ну и все решит заключительная трехминутка.
Вот попадает справа, с правой ноги. Но если хорошо бы вложился бы в этот хай-кик, да, досрочно мог бы завершить. Павло Гаврилов хорошо встречает и работает руками. Очень хорошо получается. Итак, заключительная трехминутка. Пожали друг другу руки спортсмены. И тут же начинают опять активно обмениваться ударами. Он воздействует психологически. Финтит. Перевод в партер. Ну и Ну опять вот, да, захватил его попадается. голову. Так, получится ли на этот раз, в этот раз провести успешно? Так, и есть дача. Но все-таки, да, с третьей попытки успешно удушающий проводит Гаврил Павлов. И побеждает он в этом поединке. Очень интересно. Это, кажется, это был болевой. Очень интересный болевой. Продемонстрировал Павло Гаврил. Да, у нас будет возможность в замедленном действии увидеть этот ключевой эпизод. Благодаря друг другу спортсмены действительно показали очень напряженную встречу, очень хороший поединок, богатый на события. Да, конкурентные бои, они всегда такие очень эмоциональные. Ну и сейчас по традиции будет объявление победителя и следом награждение. Как же все-таки волнительно было, да, для обоих спортсменов дебют. И тем более Алексею, ему 18 лет, очень молодой спортсмен. Да, Все впереди. конечно. Показал достойный бой. Но мы поздравляем Гаврила Павлова с этой победой в очень напряженном поединке. Гаврил Павлов, представляющий команду Сахар Рестлинг ММА, получает грамоту, медаль и сертификат от организаторов турнира. Ну и в свою очередь, конечно, Алексей Прокопьев также принимает поздравления, получает медаль серебряного отлива. Ну и перед вами, дорогие друзья, участники встречи в весе до 57 килограмм. Отличный поединок прошел. Хорошо вот Гаврил всегда встречал своего соперника. Да, это, скорее всего, был болевой. Так, удастся ли нам с этого ракурса? Гаврил, это был сегодня первый поединок, который перешел в третий раунд. Как вообще себя чувствовал, как прошелся? Ну и давайте послушаем спортсмена. Ну, было тяжело. Ну, все закончилось. А чувствовал поддержку зала? Благодарю всех, кто поддерживал. Буду дальше тренироваться. Все будет дальше больше. Спасибо. Поздравляем победителя. Ну, Гаврил Павлов отметил, что поединок получился непростым для него. Также поблагодарил и публику.
общественности и социальных групп. Хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего турнира, так как Игорь Сивцев является нашим земляком, очень отрадный, и жители села Аняков очень благодарны, что здесь памяти нашего талантливого спортсмена сегодня вот провели Игоря Сивцева, память Игоря Сивцева, провели такой замечательный турнир. Еще раз спасибо. Мы, аньяковцы, очень благодарны и рады. Спасибо всем. Спасибо большое. Итак, друзья, далее нас ждет поединок в весе до 70 килограмм. Встретится у нас Зубаир Захирджанов, представляющий Узбекистан. Его соперником будет Геннадий Борисов из команды Саха Рестлинг ММА. Это будет очень похоже, морально к этому готовьтесь. Ну, а прежде чем я... Борисов Геннадий перешел из масс-рестлинга. Да, он хорошо известен любителям спорта, якутским любителям спорта по выступлениям, вот, именно в масс-рестлинге, и у него приличный послужной список, в том числе и победы на играх Манчары. Чел болун, чеген болун, ятрамынан хахамамуга тургура турдиан турарабын, анхтом багарабын, ходойтон, ходойтон. 50 лет победы, и вас, дорогие телезрители, приветствует Пиджа. Хараяр хажидерим чубахнани питолу жана тагыттанар гириннеям эччелер бен кемис көрөгөнө тербеттек болун сакам жана эстери олор кинелери кемискен күстө вакта берем
Ну что ж, дорогие друзья, перед вами выступал Киджа, зарядил публику. Ну и сейчас программа турнира будет продолжена поединком в весе до 70 килограмм. Также по ММА, по СБЕ ММА. И у нас называются участники этого поединка. Первым приглашается Зубаир Захирджанов, представитель Узбекистана. Захирджанов, боец синего угла. Ну и привез с собой, да, вот колорит узбекистанский. Под свой трек вышел Зубаир, и сейчас он дожидается выхода своего соперника. А его соперником будет в этом поединке Геннадий Борисов из команды Саха Рестлинг ММА. Геннадий Борисов прекрасно знаком любителям спорта по своим выступлениям. В масс-рестлинге он является победителем чемпионата, победителем и призером чемпионатов Якутии и России. Но также мы можем отметить то, что у него есть еще и золотая медаль чемпионата республики по ушу Саньда. Также он является и чемпионом республики по панкратиону. Ну и число призеров также на республиканских стартах по ММА входил. Занимается под руководством Ивана Охлопкова. На ваших телеэкранах Зубаир Захирджанов. Из Узбекистана, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». Борисов Геннадий имеет богатый опыт в спорте в республике Саха-Якутии, в частности. По масс-рестлингу выступает. В данное время он занимается ММА. Ивана Охлопкова является перспективным бойцом. Начал совсем недавно, кстати говоря. Прибавил в прошлом году очень сильно прибавил, и в этом году он продолжает свой путь в ММА. Ну и очень, конечно, тепло встречает Геннадия Борисова публика. И это у нас также поединок пройдет по правилам СБЕ ММА. Впереди 3 раунда по 3 минуты. И давайте смотреть. Первый раунд. И хорошо левой достает своего соперника Геннадий. У него такая открытая стойка. Это стиль, скорее всего. Вот. Руки внизу. Хорошо уклоняется, да. Зубаир ждет. Заряжен. Мощный лоу-кик. И Зубаир проходит в ноги и сейчас попытается развить успех на этом отрезке первого раунда. Ну, Геннадий, в свою очередь, конечно же, защищается. Правую ногу контролирует
Зубаир. И сейчас вот улучшает свою позицию. Да, Геннадий задерживает его в партере. И ему надо вставать. Зубаир у нас представляет клуб «Ахмат». Хорошо работает у сетки. Пробует накидывать гильотину. А вот тут, да, становится очень опасно. Теперь Геннадий переводит в партер и работает сверху. Да, представитель Узбекистана пробовал закинуть гильотину. Вырвался Геннадий. Вот СБЕ, ММА, кажется, здесь ограниченные правила. Ну, то есть с коленом нельзя работать. Ну, что-то такое, с локтя, по-моему, нельзя работать. Вот они, как видим, у них перчатки унции побольше, чем обычные ММА шингарды. И, соответственно, здесь у него остаются только удары кулаками, да, вот. Хорошую защиту демонстрирует Борисов Геннадий в партере. Остается 10 секунд до конца первого раунда. Да, последние 10 секунд. И в этом положении и, по всей видимости, доведут первую трехминутку до конца. Да, все, время. И спортсмены отправляются восстанавливать свои силы перед стартом второй трехминутки. Равный бой показали нам бойцы. Да, непростой соперник у Геннадия. Зубаир демонстрирует очень зрелищный поединок. Очень быстрый боец. Вот он, тот самый контроль сетки, и закидывает свою гильотину, которая увенчалась успехом. Да, здорово тут Геннадий, конечно, вырвался и перехватил инициативу. Да, жаль, что, конечно, не получилось развить успех. Итак, второй раунд. Второй раунд — это у нас вес, да, 70 килограмм. Зубаир Захирджанов, Узбекистан, и Геннадий Борисов. Очень динамично начинается вторая трехминутка. И также Зубаир работает у сетки. Да, тоже переводит в партер. Геннадий держится за сетку, но получив вот, да, вот несколько замечаний от судьи, все равно вот был переведен в партер. Запрещенные действия, но они не как таких санкций нету, что там баллы снимают и тому подобное. Ну, если только не многократно. Ну и Геннадию сейчас придется, конечно, защищаться и пытаться выйти из этого положения. Продолжает работать в партере Зубаир. Так, и поднимает, да, судья? Да, тут активности нету. Ну и со стойки возобновляется у нас встреча. Левый прямой в исполнении Геннадия. Ну, хорошо попадает с руки. И нужен тейкдаун дефенс. Зубаир также работает у сетки. И пытается делать перевод.
Да, что-то из дзюдо нам продемонстрировал Геннадий сейчас. Улучшает свое положение, да. Да, он закинул руку на гильотину и вот вырвал руку свою. И работать надо, Геннадий. Идет на добивание. Зубайр терпит град ударов. Тапа. И тут шею забирает. Забирает шею. И да, хороший захват. Но тут, скорее всего, да. Ну, эмоции какие у Геннадия. Поздравляем Геннадия Борисова с этим успешным выступлением на турнире такого масштаба. Геннадий Борисов становится победителем 13-го по счету турнира «Железная лига». Я думаю, дорогие друзья, вы согласитесь, что очень непростой поединок получился. Видим, как оба спортсмена выложились, устали, да, вот, действительно. Итак, и сейчас после объявления будет вручение наград. Ну а Геннадий Борисов продолжает восстанавливать дыхание. Чемпион и призер чемпионатов России и Республики по масс-рестлингу, недавно перешедший в мир смешанных единоборств, побеждает на столь престижном турнире. Итак, все готово для объявления победителя. Еще раз представляю. Поздравляем Геннадия Борисова. Геннадий побеждает удушением сзади. Называется rear naked choke по-английски. Это очень распространенное удушающее. Применяется везде и очень действенный. Ну вот как на примере Геннадия Борисова. Ну и давайте посмотрим еще раз яркие моменты в замедленном действии. Очень конкурентная борьба прошла. Да, Зубайр хорошо встречал удары ногами, контрил и работал у сетки. Ну и но тут, да. все решил вот этот бросок от Геннадия. Он был вынужден дать спину, вот, и оттуда уже пошло удушение со спины. Еще раз поздравляем Геннадия. Ну и, я думаю, вы тоже услышали, да, дорогие друзья? У нас ринг-анонсер Лаша Черкулия озвучил следующую информацию. Завтра, если я правильно услышал, в 17:00 в Центре спортивной подготовки «Триумф» будет состоится мастер-класс чемпиона мира и Европы по ММА. У нас мастер спорта международного класса Шамиля Абдуллаева. Так что, дорогие телезрители, приглашаем вас. Андрей Лаптев на ваших экранах.
Итак, дорогие друзья, на октагон первым приглашается представитель Таджикистана Халик Латипов. Халик Латипов на ваших телеэкранах с флагом выходит на октагон. Халик Латипов из республики Таджикистан. Специализируется он в вольной борьбе. Посмотрим. Ну и завершились у нас поединки по СБИ ММА. И сейчас мы опять возвращаемся к формату прежнему. Впереди нас ждут 3 раунда по 5 минут. Ну и под аплодисменты и овации сейчас на спортивную площадку у нас выйдет Андрей Лаптев, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Это у нас, кстати, весовая категория до 61 килограмма. И сейчас мы ждем выхода Андрея Лаптева. Андрей Лаптев является мастером спорта по самбо. Он многократный чемпион по самбо Якутии и призером по грэпплингу Высший Санджа. Профессиональный рекорд 6-0. Ну и, конечно, представитель команды Саха Рестлинг ММА будет нацелен на 7-ю победу. Его тренером является Иван Охлопко. Итак, Андрей Лаптев на октагоне. Напомню, что в городе Улан-Удэ в июле выиграл Лаптев до 60 килограммов сабмишном в международном турнире по профессиональному панкратиону и грэпплингу. И через буквально 2 недели он стоит здесь в октагоне. Ну, вот соперник Андрея Хатиб Латипов. Халик Латипов, представитель Республики Таджикистан. Ну и Андрей Лаптев получил последнее наставление перед стартом этого поединка. И Андрей Лаптев. Преимущество в росте, как мы видим, у Андрея на 6 сантиметров будет выше своего соперника. Андрей универсальный боец. Сейчас мы это увидим. И первый раунд, дорогие друзья. Халик Латипов, Андрей Лаптев. Очень активно начинает Халик Латипов. Да, очень быстро. Навстречу прошел в ноги Андрей Лаптев. И будет контролировать в партере. Гранд энд паунд в исполнении Андрея Лаптева.
Здорово выходит. на full mount. Ну и сейчас работать надо Андрею. Да, град удара, ступится на голову Латипова. И руку Выходит на забирает. армбар. Армбар. Ну что ж, есть дачи. Да. Да, все, это конец. Андрей Лаптев. Очень Мастерский рычаг локтя. убедительная победа одержал Андрей, чем мы его и поздравляем. Но очень резво, да, он поединок начинал Сахалик. Прям очень решительно в наступление пошел. Да, он очень активно начал. Это увидел Андрей Лаптев, сконтрил. Прошел его гард и досрочно закончил рычагом локтя. Ну, действительно, Андрей здорово среагировал, оценил, да, вот происходящее и довел поединок до победного конца. Сейчас, после объявления, нас с вами ждет награждение. Таким образом, в весе до 61 килограмма в нашем турнире, 13-м по счету, на турнире «Железная лига», в этой весовой категории победителем у нас становится Андрей Лаптев, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. И его профессиональный рекорд, про-рекорд, становится 7-0. Видно вот то, что по рекордам наших ребят, если смотреть, у них у многих беспроигрышные серии. Это показывает результат работы Ивана Хлопкова, соответственно, его команды и в целом ММА республики. Сейчас развивается во всем мире, во всем моде ММА. Сейчас также у нас в республике не отстают ребята. Да, действительно, этот вид спорта продолжает набирать все большую популярность среди жителей и гостей республики. Ну и проведение именно таких масштабных, красочных соревнований – это прямое доказательство этому. Конечно, это очень сильно поднимает уровень в целом ММА. Это входит в историю. Такие турниры редко проводятся. И для местных бойцов это большой стимул выступать на таких соревнованиях. Да, вот смотрим мы видеоповторы на то время. Андрей Лаптев, вот я думаю, вы слышали, обратился к болельщикам. Отметил, что очень приятно побеждать на домашних соревнованиях. Восьмой по счету поединок сейчас у нас стартует. Ну и все внимание на экран. Итак,
этом весе до 66 килограмм у нас встречаются Сергей Шепета из Биробиджана и Октябрин Яковлев, Якутск, Саха Рестлинг ММА. И первым приглашается Сергей Шепета. Перед вами, дорогие друзья, Сергей Шепета. Ему 27 лет. В его активе 2 поединка, в которых он одержал 1 победу. В его активе он входил в число призеров чемпионата России по джиу-джитсу. Также стоял на пьедестале почета в качестве призера чемпионата Дальнего Востока по комплексному единоборству. Призер чемпионата Дальнего Востока по АРБ, армейский рукопашный бой. Сергей Шепета, представитель Биробиджана на вашем телеэкранах. Как видно по его регалиям, он очень разносторонний, как боец ММА, является бойцом МФП. Ребята с Дальнего Востока очень крепкие, там много хороших бойцов. Оттуда, кстати, и Шамиль Абдулаев вот в Владивостока, он там начал заниматься, получается. И вот ребята последовали их примеру, выступают по МФП на Дальнем Востоке, по Fight Nights. Ну и сейчас выходит Октябрин Яковлев. На ваших телеэкранах Октябрин Яковлев, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Октябрину 28 лет. Рекорд у него 2 победы, 3 поражения. База является бокс. В его активе 2 победы на чемпионате республики по ММА. Также входил в число призеров Дальнего Востока по ММА. Ну и также он является призером Кубка России по панкратиону. Тренируется под руководством Ивана Хлопкова. Ну и отметим, да, то, что вот база является у Октябрина бокс, и я думаю, не случайно он выбрал именно эту музыкальную композицию. В свое время Владимир Кличко выходил под эту песню. Я думаю, что вполне это связано с этим. Итак, 8-й поединок нашего турнира. Сергей Шепета, Октябрин Яковлев. Одного возраста спортсмены, на 1 год старше Октябрин. Ну и на стороне представителя команды Саха Рестлинг ММА преимущество в росте. Посмотрим, как это скажется и скажется ли в этом поединке. Думаю, это будет очень зрелищный бой в стойке, так как Сергей Шепета является чемпионом Дальнего Востока по АРБ. Наш Яковлев Октябрин, у него база бокс. Думаю, сейчас будет хороший бой. Ну, то есть преимущественно в стойке работает. Ну, ожидаем этого.
Трибуна приветствует Октябрина Яковлева. Итак, первый раунд. Поехали. Весовая категория до 66 килограмм. Сергей Шипета, Биробиджан. И Октябрин Яковлев, Саха Рестлинг ММА. Идет разведка. Чувствует дистанцию Октябрин. Оба спортсмена хорошо работают в стойке. Да, тут совсем по-другому видно, да? Он раздергивает, чувствует дистанцию, вот пробует. Хорошо сейчас попал с правой ноги. Очень хорошо двигается Октябрин Яковлев. Все, мимо от Сергея Шипета. Вот чувствуется, да, легкость в движениях Октябрина. Да. Здорово передвигается, работает ногами. Стиль боя у него такой играющий. На челноке, как боксер. Пробивает лоу-кик. Пропускает мидл. Фронт-кик корпус от Октябрина. Продолжает вот ногами работать Сергей. Раз за разом выбрасываете лоу-кики. Да, здесь Жестко. Отлично. хороший удар. Здесь у них стандартно идет 3 раунда по 5. Тут нужно экономить силы. Соответственно, они на высоком уровне. Хорошо пробил живот Октябрин. И на выходе Сергей справа попадает. Так, остается 2 минуты до конца раунда. Ну, очень интересная, да, вот манера ведения поединка у Октябрина. Много двигается. Да. И руки тоже вот очень интересно работают. Скорее всего, вот это все очень сильно путает. То, что он раздергивает, постоянное движение. Пропускает мидл. Да, продолжает Сергей раздергивать ногами, да, вот выбрасывать эти удары. Вот. Ну и последняя минута первого раунда у нас уже стартовала. Ну вот по такому сценарию идет, да, вот ногами работает Сергей Шипета все время, и вот периодически взрывается у нас схватка. Ну, вот хороший обмен. Отлично попадает справа. И проход. Спартер.
Но тут остается чуть больше 20 секунд. Десять секунд до конца. Да, и завершается первый раунд. Я думаю, раунд будет за Октябрином. В конце он провел тейкдаун. Ну и сейчас бойцы получат наставление от своих секундантов, сокомандников. Взгляд со стороны, да? Ну и повторы. Очень хорошо запутывает Октябрин ногами. Вы вот сейчас видели на данном кадре. Право джеба попадает. Ну и тейкдаун в конце первой трехминутки. Итак, второй раунд, дорогие друзья. Посмотрим, продолжится ли у нас поединок по тому же сценарию. Хорошее попадание. Очень хорошо попадает справа Октябрин Яковлев. Подключает свой бокс. Да, действительно здорово достал правой. Ну, продолжает много двигаться Октябрин. И приглашает, да, Да. своего соперника. Очень скованная такая стойка. Как будто провоцирует Сергея на атаку Октябрин. Ну, Сергей тем временем не очень торопится. Да, вот продолжает спокойно ногами работать, да? Да. Вот он работает по корпусу, лоу-кики. Сейчас опять перевод от Октябрина Яковлева. Сергей закидывает гильотину. Пробует. Да, хороший перевод. И продолжает вот удерживать Октябрина в этом положении. Сергей Шипета. Кажется, там хорошая гильотина. Сергей Шипета является призером чемпионата России по джиу-джитсу. И вот он демонстрирует свою работу в партере. Отлично. Да, Отлично выходит Октябрин. Октябрин Яковлев. И сейчас ему нужно работать в партере. Вот. Проходит. Боковой контроль берет. Да, и надо работать.
во время боя вот они голым телом, получается, потеют очень сильно. И тут вырваться очень легко на самом деле. Контролить очень тяжело. В данном случае, вот, конечно, тяжело Сергею. Он лежит снизу. Нужно покрываться от ударов. А удерживать Октябрину сейчас очень сложно. Но, тем не менее, продолжает он. Вот так, хотел сказать, то, что контролирует коленом. Правым коленом попал Октябрин. И у нас меньше 50 секунд. Еще один проход. Сконтрил Сергей Шипета. Здорово. И зацеп. Да, и 30 секунд до конца второго раунда. Второй раунд проходит под диктовку Октябрина и Яковлева. Да, перевод за переводом. И попадания хорошие были. Ну, а в свою очередь Сергей Шипета вот продолжает, да, вот, работать ногами. И последние секунды в атаке проводит Октябрин. Ребята с Дальнего Востока очень крепкие, на самом деле. Они как будто бы с Урала. Но они на самом деле очень крепкие. Что вот именно, ну, с Биробиджана, это же Дальний Восток ходит у нас. Ну, традиционно сильные, да, вот, да, крепкие ребята. Тоже условия у них очень такие суровые. И там уровень сам ММА, джиу-джитсу, бокса очень хороший. Оттуда много хороших бойцов, тренеров выходит на данный момент. Да, предпочтительнее во втором раунде, конечно, смотрелся Октябрин Яковлев. Вот на выходе с колена попадает очень хорошо. И у нас стартует последняя трехминутка, пятиминутка. Третий раунд. И вновь. И вновь перевод в партер. Да, это последний, третий раунд. Ага, показывает он большой палец, что все отлично. Приема нету. Ну и давайте мы еще раз отметим, что у нас Сергей Шипета является призером чемпионата России по джиу-джитсу. По корпусу работает Октябрин. Проходит full mount. Пытается Октябрин подняться и продолжить работать руками, но мы видим, Сергей здорово обороняется, не отпускает Октябрина. Для него самое главное контроль рук, чтобы здесь не пробивал. Октябрин встает. Ну вот вырывается Октябрин. И вынужденно отдает спину. Но тут есть... Отсюда нужно добивать, да. Есть еще 3 минуты до конца раунда. Очень стойко принимает удары
Сергей. Да, Сергей вот контролирует, да, правую руку Октябрина. Вот. Ну и свободный представитель команды Саха Рестлинг ММА свободной рукой вот продолжает работать. Там артисты. Так, Да, ну, пойдет. смотрит, да, на судью Октябрин. Вот. Да, и все-таки останавливает судья. И Октябрин Яковлев празднует победу в этом поединке. Ну, пришлось, да, вот достаточно долго, да, поработать, чтобы... Да, бойцы показали хороший бой. Пока что я бы сказал бой вечера. Благодаря друг другу спортсмены. И поздравления принимает Октябрин Яковлев. Еще один представитель команды Саха Рестлинг ММА. В скором времени мы предложим вашему вниманию повторы прошедшей схватки, прошедшего поединка. Ну а сейчас у нас после объявления будет проведена церемония награждения. Ну и, конечно, доволен своим выступлением Октябрин Яковлев. Одержал он победу в очень упорной борьбе. И действительно, продемонстрировал свои умения вот, именно в работе в партере. Сергей Шипета не очень тяжело было его контролировать. Вот, если даже переводить в партер, то он здорово оборонялся. Но тем не менее, Октябрин Яковлев одержал победу и становится он победителем турнира в весе до 66 килограмм. Чем мы его поздравляем? Ну, также мы поздравляем и Сергея Шипета, представителя города Биробиджан. Ну и у нас остается 2 встречи, 2 поединка. Сейчас на октагон у нас выйдут представители весовой категории до 77 килограмм. Ну и концовка поединка очень, да, левой долго здесь добивал. Да, одностороннее избиение в конце было. Судья долго не останавливал. Думаю, даже получил лишние удары Сергей Шипета. Да, у нас, получается, будет биться сейчас Егоров Дмитрий и Узаир Абдураков, боец Fight Night. Самый перспективный боец, он клуба Саха Рестлинг ММА. Первый, кажется, он первый, да, он тоже, кто в Fight Night начал драться. Итак, ждем выхода спортсменов. Первым на октагон приглашается Дмитрий Егоров. Молодой спортсмен, ему 18 лет. Тут, кстати, есть история, то что на самом деле должен был с Узаиром у нас драться другой спортсмен Бахадир Куранбаев из Узбекистана, но был снят. Да, получается, боец не смог выйти. И на коротком давлении выходит у нас Егоров Дмитрий. Да, спортсмен
Молодой, ему 18 лет, он представляет команду Саха Рестлинг ММА. Ну, как вы понимаете, это дебют для него в профессиональных поединках. Что касается базы, в анкете вот, Дмитрий отметил самбо, является кандидатом в мастера спорта. И по этому виду спорта становился призером чемпионата Дальневосточного федерального округа. Также в его активе и золотая медаль чемпионата республики по панкратиону. Дмитрий Егоров на ваших телеэкранах. И сейчас выходит Узаир Абдураков, также представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Про рекорд 9 побед, 9-0. Узаир 24 года. Мастер спорта по союзу ММА. Также является кандидатом мастера спорта по Армейскому рукопашному бою. армейскому рукопашному бою. Очень перспективный боец. В данный момент он является действующим бойцом Fight Nights. Это один из крупнейших лиг России. Является одним из первых и крупных промоушенов, на котором выступают Узаир Абдураков и Иван Охлопов. Ну что ж, Узаир. Эффектно зашел в октагон. Дмитрий Егоров, ему 18 лет. Узаир Абдураков 24. И в росте небольшое преимущество, да, есть у Дмитрия Егорова. Почти 10 сантиметров разница. Узаир Абдураков является очень активным спортсменом, выступает буквально по всем соревнованиям. Выступал по грэпплингу уже второй или третий год подряд, по-моему, выступает и занимает первые места. Я даже видел, как он выступал на чемпионате республики по вольной борьбе имени Тарского. Показал хорошую борьбу. Ну, там такой момент был, где, кажется, его засудили, но как-то так вот. Ну, многогранный, да, вот спортсмен. Да. И давайте посмотрим, что же получится у нас в этом поединке. Итак, Дмитрий Егоров и Узаир Абдураков. Оба спортсмена представляют команду Саха Рестлинг ММА. Итак, первый раунд. Первый раунд. Ну, а в главном событии этого вечера у нас встретится Вадим Рязанов из Хабаровска и Григорий Барашков из команды Саха Рестлинг ММА. Мощный лоу-кик в исполнении Узаира Абдуракова. Попытка пройти в ногу не увенчалась успехом. Мощный хайкик выбрасывает Узаир. Ну, конечно, на таких соревнованиях, на коротком уведомлении, да, вот тяжело выходить. Да, нужна подготовка очень сильная. Ух ты, вот тут тяжелое. С правого локтя швырнул. Тяжелое попадание, да, действительно.
Так, ну Вот и да. болевой Тимура. Очень быстро разобрался Узаир Абдураков. И одержал он очень убедительную победу, с чем мы его и поздравляем. Ну, а Дмитрию Егорову мы желаем удачи в следующих стартах. Действительно, еще раз отметим то, что вышел на этот турнир при коротком уведомлении. Ну, а на ваших телеэкранах Узаир Абдураков, победитель 13-го по счету турнира «Железная лига» в весе до 77 килограмм. Узаир Абдураков. Таким образом, его профессиональный рекорд становится 10-0. Мастер спорта по союзу ММА, кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, представитель команды Саха Рестлинг ММА Узаир Абдураков на ваших телеэкранах. Ну и оглашение победителя. Очень быстрая победа. Медаль получает от руководителя своей команды, от президента Федерации современного панкратиона НЦТ по Республике Саха-Якутия Ивана Хлопкова. Да, не смог ничего противопоставить Дмитрий Егоров своему сопернику. Ну и тут мгновенно переключился на руку и заставил сдаться Дмитрия Егорова. Ну что ж, и наступило время для главного поединка вечера, главного боя 13-го по счету турнира «Железная лига».
Итак, друзья, все готово для начала главного события турнира. Первым на октагон приглашается Вадим Рязанов, город Хабаровск. Вадим является чемпионом Кубка мира по кикбоксингу, чемпионом России по К1, победитель Кубка мэра города Хабаровск по современному панкратиону. Да, ему 31 год. Что касается его рекорда, у него в его активе 2 поединка, 1 победа и 1 поражение. Представитель города Хабаровск, и его брат приезжал к нам в 2017 году в Якутск. Тогда в Центре спортивной подготовки «Триумф» у нас прошел Кубок Ильдархана, и его брат Евгений, также известный как Bad Boy, встречался с Борисом Федоровым нашим и одержал победу решением судей. Ну и сейчас вот его брат перед вами, Вадим Рязанов. Ну и приглашается представитель команды Саха Рестлинг ММА Григорий Барашков, дорогие друзья. Рекорд у Григория Барашкова 1-1, профессиональный чемпион РСЯ по ММА 2016 года, серебряный призер 2015-2018 годов, серебряный призер ДФО по ММА среди любителей. Очень разносторонний боец Григорий Барашков. Также он очень активно выступает по самбо, по грэпплингу на местных турнирах. Ждем выхода Григория. Перед вами Григорий Барашков, представитель команды Саха Рестлинг ММА. И это у нас главный поединок турнира, дорогие друзья. 13-го по счету турнира Железная лига, Айрон Лига. Вадим Рязанов из Хабаровска встретится с Григорием Барашковым из Республики Саха-Якутия, команда Саха Рестлинг ММА. Итак, противостояние борьбы и боксинга. Да, очень Все сводится к этому. интересное противостояние нас с вами ждет. Посмотрим. Вся же школа, кажется, выйдет победителем, да? Чье кунг-фу сильнее? Да. Ну, на самом деле очень интересна адаптация его стиля бойца. Вот, допустим, он борец, и как он адаптировал свою борьбу под ММА. Вот это очень интересно смотреть. На ваших телеэкранах Вадим Рязанов. Вадиму 31 год, его рост 177 сантиметров. Ну а сейчас перед вами Григорий Барашков. Ему 24 года, рост 176. Ну, как мы уже говорили, он является чемпионом республики по смешанным единоборствам. И его профессиональный рекорд это 1-1. Григорий Барашков.
на 7 лет старше своего соперника, представитель Хабаровска. Итак, первый раунд. Главное событие вечера. Вадим Рязанов, Хабаровск, Григорий Барашков, Саха Рестлинг ММА. Вадим Рязанов продергивает, проверяет реакцию. Очень легок на ногах он. Хлесткие удары ногами. Ну, Григорий Барашков, мы видим, занимает, да, вот центр октагона. Идет наступление. Проводит тейкдаун и молниеносно проходит на боковой контроль. А Рязанов удержит его в захвате гильотины. Выходит на север-юг Григорий Барашков и уверенно контролирует. Да, закрывает гард Рязанов. Ну и по времени у нас еще очень много осталось, да, до конца первого раунда. Сейчас надо бы развить успех в этом положении. Григорий Барашков очень хорошо контролирует в этом положении. Работает по корпусу, набирает очки. Попытка от Вадима Рязанова на треугольник выход. Выходит на армбар. Григорий Барашков сконтрил. Но стоит отметить, да, вот как Вадим защищается. Да, хорошо сейчас попадает Григорий Барашков. Да, опять попытка идет. Попытка треугольника. Он закидывает треугольник. Вырывается Григорий Барашков. Вот сейчас заметно, как очень большую роль играет сетка. Соперник отталкивается ногами, или можно же там контролировать. Ground and pound. До конца раунда 1 минута 10 секунд. Пока что ведет Григорий Барашков. Ну и продолжает контролировать своего соперника Григорий Барашков. И, конечно же, ведет он в этом поединке. Но тут вырваться бы и руками. А вот видны кровоподтеки, переносятся у Рязанова. Попадания в лицо были. Также и сейчас вот попадает. Так, и 13 секунд.
Да, последние 5 секунд остается терпеть Рязанову. И конец первого раунда. Да, продемонстрировал хороший контроль внизу Григорий Барашков и забирает первый раунд. Да, неплохое начало. Ну и давайте посмотрим повторы. Вот тут Правый оверхенд попадает и сразу же переводит. сразу переводит партер. Вот тут моменты были, когда он выходил на рычаг локтя, да? Ну, довольно-таки неплохо выходит на болевые. Ну, вот Григорий Барашков видит вот эти вот начало приемов и сразу контрит их. Итак, второй раунд. Второй раунд главного поединка нашего турнира весовой категории для 70 килограммов. У нас встречаются Вадим Рязанов, Хабаровский, и Григорий Барашков, Саха Рестлинг ММА. Здорово все-таки ногами работает Вадим. Надо обращать на это, конечно же, пристальное внимание Григорию. Хайкик справа. Ну, Барашков Григорий видит все удары. Здорово переводит. Хорошо правой достал. И также работа у нас в партере. Проходит защиту Рязанова Григорий. Боковой контроль. И выходит на распятие. Да, и тяжелая, конечно, ситуация для Вадима. Здорово. Но выходит из такой ситуации. Вадим Рязанов занимает центр октагона и продолжает бой. Очень хороший размен сейчас между бойцами. Вот советует Барашкову Григорию работать первым номером, не давать работать Рязанову. Пока что Вадим Рязанов поддавливает, работая на ногах. Здорово. Вновь перевел Григорий своего соперника в партер. И у нас остается 2 минуты еще во втором раунде. Также вот не остается. Он совершает попытки на болевые приемы Вадим Рязанов. Меньше 1,5 минуты остается.
И минута остается во втором раунде. Вот сейчас ну, я вижу попытки от Вадима Рязанова на выход болевые. Сейчас в данный момент они очень вспотевшие, и им сложно проводить всякие болевые и удушающие приемы. Хоть даже на каком уровне ты бы ни находился, это очень сложно сделать. И плюс тому Григорий Барашков сейчас контролирует и видит, и искореняет их на начальных стадиях. И из-за этого зрителям особо не видно, что хочет сделать Вадим Рязанов. Локтем в корпус работает Григорий. Ну и последние секунды второго раунда. Ну, вновь предпочтительнее, конечно, смотрелся. Конечно, Григорий контролирует и хорошо пробивает сейчас на последних секундах. Также забирает второй раунд. Ну что ж, и нас с вами ждет заключительный раунд, по итогам которого мы узнаем победителя главной встречи, главного поединка, 13-го по счету турнира «Железная лига». Ну и предлагаем вашему вниманию повторы минувшего раунда. Ну, Григорий вот здорово, да, в первом раунде тоже вот достал правой, левой, правой, сразу перевод. Очень здорово чувствует. Да, здесь отлично вышел на распятие, и Вадиму Рязанову помогла сетка, так скажем. И он вырвался из объятий Барашкова Григория. И третий раунд, заключительный раунд. Вадим Рязанов, Григорий Барашков. Пробивает навстречу. Слева Барашков Григорий. И думаю, в таком же ключе пройдет и последний раунд. Да, Григорий вновь контролирует своего соперника в партере. Ну и, конечно, с каждой секунды, да, усложняется все вот задача Вадима Рязанова. Да, у него сейчас задача одна, закончить досрочно. Да, остается надеяться только на это. Да, первый, второй раунд он уступил по баллам, можно сказать, да. И тут у него только одна надежда — это сабмишн, болевой или удушающий прием, либо нокаут. Вот он пытается выходить на болевые приемы. Григорий Барашков не дает ему сделать. Продолжает работать Григорий Барашков, контролирует своего соперника. И у нас позади 2 минуты третьего раунда. Скандирует болельщики Гриша. Очень много сил забирает вот в партере, когда ты лежишь внизу и отбиваешься от ударов. Помимо этого еще и пытается пройти и сделать тебе прием. Это забирает очень много сил. И сейчас Вадим Рязанов, так скажем, сливает весь свой бензобак. Ну а Григорий Барашков вот продолжает, да, способствовать тому, чтобы дыхание вот и сбилось у Вадима вот локтем. Он. Да, он постоянно работает по животу. Это дает свои плоды на поздних раундах. Дыхалку забирает у него таким образом.
2 минуты. 2 минуты. Вот была попытка выйти на треугольник. Проходит боковой контроль. Григорий Барашков. Бойцов поднимают стойку. Минимум действий происходит в партере, из-за этого их поднимают. И остается 1 минута. Да, 1 минута, и Вадим Рязанов, конечно, пойдет вперед. Ситуация не в его пользу, но видим то, что здорово переводит стартер Григорий Барашков. Ну, мы видим, что Рязанов очень сильно устал, измотала его вот эта вот работа Григория сверху. Полминуты. Полминуты. Ну, грамотно провел поединок Григорий Барашков. И колено отмечает Григорий. Остается 10 секунд до конца. Ваша поддержка, Якутск! Последние секунды. Окончен поединок. Да, ну и, конечно, я думаю, тут все ясно. Григорий Барашков в хорошем расположении духа завершает этот поединок. Очень здорово он провел все 3 раунда. И дождемся мы оглашения результата данного поединка и награждения. А это у нас, дорогие друзья, был главный поединок вечера. В весе до 70 килограммов. У нас встречались Вадим Рязанов из города Хабаровск и Григорий Барашков, представляющий команду Саха Рестлинг ММА. Счет 1-1. Да, вот если возвращаться к разговору, да, о брате Вадима, который к нам приезжал в 2017 году, это Евгений Рязанов. Тогда он одержал победу над нашим спортсменом Борисом Федоровым. Ну а сейчас вот Григорий Барашков в этом противостоянии действительно сделал счет 1-1. Это, можно сказать, противостояние Рязановых против Якутска. Да. И оглашение. Единогласным решением судей победу у нас одержал Григорий Барашков. Поздравляем мы Григория с этой победой. За
порадовали наших болельщиков. Спасибо вам. Ну что ж, друзья, подходит у нас к завершению 13-й по счету турнир «Железная лига». И сейчас мы предлагаем вашему вниманию повторы минувшего поединка, главного боя вечера, в котором Григорий Барашков, Сахарец ММА, единогласным решением судей одержал победу над Вадимом Рязановым. И улучшил свой рекорд профессиональный 2-1. Хорошую встречу, конечно, провел Григорий Барашков. И поздравляем мы Григория, весь тренерский штаб команды Саха Рестлинг ММА. Поздравляем организаторов с проведением этого турнира. Соревнования получились очень интересными. Спасибо большое. Успехов, удачи, до встречи. Специальный приз получает Прокофьев Алексей. Лига 13 в памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева подошел к концу. Спасибо, Якутск! Занимайтесь спортом, будьте здоровы! До встречи! Ну что ж, дорогие друзья, на этом пришло время прощаться. Таким получился 13-й по счету турнир «Железная лига». Ну что ж, дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире.